Если взглянуть в тетрадь Кейт после урока Джефферсона в первом эпизоде, то можно заметить висельное дерево. Неужели разработчики с самого начала пытались нам намекнуть о внутреннем состоянии Кейт и о том, как далеко она готова пойти? С характером творчества Марка Джефферсона можно познакомиться в первом эпизоде. Если взглянуть на плакат на стене, Макс называет эти фотографии замечательными, как и все его творчество, пока сама не окажется на них. В конце первого эпизода, если обратить внимание на Хлою, которая трогает Макс во время кошмара, то можно заметить, что Хлоя здесь носит куртку. Но как только Макс возвращается в реальность, мы видим, что Хлоя в майке. Что за дела? На самом деле объяснение простое. Здесь Макс видит будущее, все-таки она повелительница времени. И Хлоя действительно в пятом эпизоде, как раз в финале, будет носить ту же самую куртку.